Здравствуйте, меня зовут Айдана Турбаева, я основательница школы «Маэстро», это футбольная школа для детей. Буду рассказывать о своих ошибках на пути бизнес-вумен. У меня до этого было пару бизнесов в сфере общепита. Наверное, первая моя ошибка – это отсутствие внятного бизнес-плана. Не такого, которого учат, допустим, в университетах, достаточно просто расписать хотя бы на нескольких бумажках основные пункты, которые очень важны в ведении бизнеса. И я, наверное, на этом запнулась. Вот эти расходы, зачастую новички перестают считать мелкие расходы, и это, наверное, большая ошибка, потому что в сумме это выходит достаточно хорошая сумма, и из-за этих мелких учетов мы можем уйти в минус. Это я говорю на своей ошибке. Вот. Второе, это, наверное, есть такое выражение «нанимай долго, увольняй быстро». Я с этим тоже столкнулась. Были моменты, когда в торопях, в спешке я нанимала каких-то работников. Мне просто достаточно было взглянуть в резюме быстро-быстро. И он приступал на следующий день к работе, а оказалось, что это не тот человек, который мне нужен. И если это еще и знакомый, или там, может быть, друг, родственники какие-то дали, то очень тяжело приходится расставаться. И я думаю, что это, я не знаю, как в других странах, но я думаю, в нашем менталитете это есть, когда с близкими, с родственниками именно в работе нам тяжело прощаться, хотя это нужно делать быстро, ну и максимально компетентно. Еще ошибка, с которой я столкнулась, это экономия денег на кадрах, которые тебе нужны. Пускай это будут кадры временные, допустим, нанять СММщика, либо нанять маркетолога хорошего. Не экономьте на этом деньги. Бывало, что я откладывала деньги на то, чтобы подстраховывалась, если вдруг у меня будут какие-то убытки, либо мне нужны будут какие-то средства для новых продуктов, когда я занималась общепитом, и экономила на людях, которые мне нужны были, необходимы, или, допустим, на водителей я справлялась сама с доставкой, и это потом очень сильно сказывалось на моем бизнесе и на эффективности моей работы как руководителя. Еще одна ошибка, с которой я столкнулась на начальном этапе, когда я начала заниматься своей школой. До «Маэстро» у меня была другая школа в партнерстве. И самая главная ошибка – не верьте, то есть, как это сказать, мы люди, верим на слово. Для бизнесменов очень важно фиксировать все слова, все переговоры с партнерами на бумаге, для того, чтобы это было, как говорится, отвечать за свои слова. Потому что зачастую мы иногда договариваемся, а получается так, что обе стороны понимают эти переговоры неправильно, и может так случиться, что на следующий день вы узнаете, что какое-то решение было принято вами же, но вы это поняли иначе. Это маленькая такая ошибка. Бывает, что в любых сферах мы сейчас пользуемся социальными сетями, и я, бывает, зачастую затягиваюсь запуском рекламы. Если я затянулась рекламой, когда я набирала в летний лагерь футбольный на Иссык-Куль, и я немного затянулась рекламой, все ждала нужного момента, а потом упустила его, и пришлось уже в торопях запускать рекламу, и это не совсем эффективно. Вы, возможно, теряете своих клиентов. Невозможно, а скорее всего потеряете. Поэтому делайте все вовремя, не занимайтесь, не давайте лени вас, так сказать, обнять крепко. Вот.